Аллаху Акбар, Аллах. Обращаемся к Всевышнему каждый день в молитвах, постимся, вечерами совершаем ифтар. И вот вы сегодня вместе с нами разделяете одну из вечеров благословенного месяца Рамадан. Я благодарю вас за участие, и нельзя передать словами те ощущения, которые бывают только, наверное, в месяц Рамадан, когда человек постится, когда открыты двери рая, закрыты двери ада, чувствуешь себя совершенно по-другому. И те сладкие намазы, молитвы, зикры, они просто непередаваемы. Я почему назвал сладкими? Я раньше не употреблял это слово по отношению к намазу. Но недавно один мусульманин мне рассказал такую историю, что их дочери 3,5 вроде бы годика было, она заболела, и в больнице сказали, что у нее рак, что тяжелый рак. И они, молодожены, это молодая семья, я просто не буду говорить регион, название, имена этих людей. И он говорит, а я знаю эту семью, вы знаете, говорит Хазрат, они мусульмане, жена татарка, она мусульманка и так, а вот муж, он принял ислам, стал мусульманином, образованный человек, несколько высших образований. И он говорит, что вот определенное время мы читали особенно, когда намазы с особенным чувством, это, он говорит, были самые сладкие намазы со слезами, обращаясь к Всевышнему, чтобы Аллах Та'аля дал исцеление. И что получилось? Один мусульманин из того же города приехал из хаджа и передал ему 2 литра замзама. Но они, конечно же, в первую очередь эту воду давали своей дочери. И через там тоже определенное время врачи сказали того региона, что надо посмотреть, поехать в Казань, и чтобы те специалисты казанские тоже дали свое заключение. Они поехали в Казань и на удивление обнаружили, что болезни нету. И вот он мне говорил, что вот сладкие намазы, когда, говорит, мы просили Всевышнего и за себя, но особенно за дочь, они вот были совсем другие. Вот поэтому мы с вами, конечно же, в эти благословенные дни молим Всевышнего о милости. Мы говорим много сегодня о национальном вопросе. Каждый человек принадлежит какой-то нации, из какого-то города, села, фамилии. Там где-то на Кавказе тейп, там где-то еще там есть. Разные есть деления. Но фактически мы все создания Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Конечно же, Аллах Тааля нас создал разными народами, племенами, чтобы мы познавали друг друга. И раз Всевышний создал нас разными, значит, в этом промысл, мудрость Всевышнего, мы должны вот эту уникальность свою сохранять и передавать своим будущим поколениям детям. Но я бы хотел вот на чем акцентировать ваше внимание. Когда вот мы проводим празднование Мавлюда, рождения пророка Мухаммада, алейхиссалям, мы читаем
из Корана разные аяты. И в одном из аятов Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит, что вы не будете уверовавшими до тех пор, пока в своих решениях не будете ставить судьей пророка Мухаммада алейхиссалям, и пока без стеснения в сердце не будете принимать то, к чему он вас призывал. Я бы хотел напомнить всем, что в первую очередь, номер один, у каждого человека у нас в приоритете должна быть религия. Вот за религией идет уже национальные понятия. Если мы это перепутаем, то мы потеряем все. И наши татарские богословы об этом говорили, истории показывают. Я сейчас не буду, конечно, полностью растолковывать, почему я это имею в виду. Думающие люди, разумеющие люди, они, конечно же, поймут, но, к сожалению, в последнее время мы начали совершать ошибку. И иногда наши национальные начальники, они почему-то так считают, или у них вот такое мнение сложилось, что религиозные деятели, они не должны быть, что они не должны придерживаться вот их мнений. А вот давайте, вот мы с вами очень любим иногда, не мы с вами, но вот я слышу, любим ругать вот наших соседей. Русских мы любим иногда, так можем что-то там вот, почему вот они так делают. Про евреев, про иудеев можем говорить. А вот вы знаете, вот в иудаизме есть такой порядок, когда присутствует раввин, никто из иудейской общины вперед него не выступает, не говорит, кем бы он ни был. Они, уважая религию, ставят в приоритет религиозных деятелей. И мы видим, с каким отношением относятся русские православные люди к своим архиереям, как они к ним подходят, с каким уважением начинают разговор. И мы, к сожалению, видим иногда вот из тюркского мира, из арабского мира наших деятелей, которые временно в этом мире стали чиновниками, и они считают, что они выше мудрости Корана, мудрости сунны пророка. И потом эти люди совершают очень много ошибок. Но неужели эти 1000 лет нам не урок? Неужели мы не понимаем, что пока мы не будем ставить во главу угла священный Коран, понятие религии, не муфтии, не имамы я имею в виду, а именно вот эту истину, которую нам принесли наши предки, то мы с вами вообще и как наши народы, они будут у нас разные вопросы и разные проблемы. Это очень важно, чтобы мы понимали. Я не хотел бы, конечно, это говорить на прессу, но мне очень меня возмутило последний Всемирный конгресс татар, когда даже в президиуме, в первые ряды не смогли посадить наших уважаемых муфтиев федерального значения, не Талгат Хазрата, не Равин Хазрата. Их посадили с региональным муфтием и архиереем там в какие-то другие ряды. А хотя, когда все начиналось в 90-е годы, ведь все чиновники, начальники, они обращались к религиозным деятелям. Им нужна была поддержка имамов. И первые конгрессы, там половина сидела религиозных деятелей. А потом с каждым конгрессом все меньше и меньше. И какое там начало чтения аята священного Корана? Этого не происходит. А вы посмотрите другой пример. Всемирный русский народный собор. Как он начинается? Где он
Где он проходит? Он проходит в храме Христа Спасителя. Его руководитель, патриарх Московский и всея Руси. Они начинают с молитвы. Нам сегодня нужно эти вещи тоже говорить и понимать. Потому что если мы просто будем друг друга нахваливать и будем как-то вот бояться вот этой истины, то мы проиграем в этой жизни. Потому что сегодня очень много вызовов и урбанизации, и глобализации, чего только нету. И мы его не остановим. А вот это понятие, если оно у нас будет, вот оно может нам помочь. И в завершении хотел бы сказать, вот опять же про последний Всемирный конгресс татар в Казани. Какой пример он дал другим регионам, когда наших религиозных деятелей, к ним такое отношение? Как к нам, к религиозным деятелям, будут относиться не татары, не мусульмане, когда мы в столице Татарстана показываем такое отношение? Это очень важный момент. Можно еще глубоко копнуть в историю Казанского ханства, что произошло, почему все это произошло. Ну, я думаю, что вы догадываетесь. Без религии, я поэтому хочу призвать всех нас, всех мусульман и соплеменников моих в первую очередь, к тому, чтобы быть стойкими в вере. Стойкими в вере и знать свои национальные особенности, язык, культуру, традицию. Это очень важно. Но без религии мы все это потеряем. После того, когда произошли тяжелые исторические события в жизни нашего народа, 500 лет назад, это история уже, тогда татарский народ ни театры спасали, ни концерты спасали, ни другие какие-то мероприятия. Татарский народ татарами, башкирами, да любой другой тюркский народ, как народ сохранила вера, религия. И если мы сегодня вот не обратимся к нашей этой истории, то вот будет плачевно. Я прошу прощения, возможно, вот за такое выступление, просто это боль в сердце, и я хотел с вами сегодня об этом поделиться. И, конечно же, в единстве сила, мы должны в единстве, в взаимопонимании и внутри, и с нашим окружением, используя тот огромный багаж мудрости, который нам оставили наши предки, жить, творить добрые, полезные дела, быть полезными всем творениям Всевышнего, с которыми мы вместе сегодня живем, и да поможет нам всем Всевышний Аллаху Субханаху ва Тааля.